Высоко на Джайло жила семья пастухов. Держали овец, лошадей и быков. На зеленых лугах скотина паслась, на теплых насестах там птица неслась. В теплой юрте варили еду, ничто не тревожило идиллию ту. В юрте уютной жил мальчик Атай, садился на отца с криком «Катай!». Отец с ним возился, все время играл, его в горы всегда с собой он брал. Своего сыночка он очень любил и как-то ему щенка подарил. Месяца два его он растил, хорошего сторожа щеночка взрастил. По зеленой траве за Атаем гонялся, настигнув его, рычал и кусался. Насекомых в траве гонял тот щенок, ни дня не нашкодив, прожить он не мог. Весело лая, за овцами гнался, с другими щенками вцепившись он дрался. Зубами лязгал, соперников рвал, в щенячьих боях он всех побеждал. Старался быков, стоило загнать, пытался всегда лошадей он догнать. Ночами щенок всех сторожил, жизнью собачьей у юрты он жил. Мать там с отцом умилялись ему, жирные кости носили к нему. За дерзость его Алгыром назвали, чтоб храбрым он рос, всех духов призвали. Все дни Атай с Алгыром возился, по склонам тех гор играя носился. Щеночек Атая очень любил, без него он, скучая, все время скулил. Однажды овец погнали вверх в горы, и в то утро с небес спустилось визгорье. Атай прибежал, сдержать не мог слез. Щенка моего в горы Беркут унес. Много дней горевали они, ничего поделать уже не могли. Прошло много лет, вырос Атай, так и жил он в горах, отцу помогая. Зима пришла в горы, холод спустился, морозный туман по склонам катился. Холод был лютый, горы снегом покрылись, все быстрые реки льдами закрылись. Снежный буран и лютый мороз много в горах тогда жизни унес. Хворост закончился, холодно в юрте, много овец у них пали в гурте. Отец приболел, в постель он там слег, хворост из леса доставить не мог. И сказал там отец: сын мой, Атай, лошадь-то нашу скорее седлай, в лес ты скачи и дров наруби, побольше ты хвороста домой привези. Будь осторожным, среди горных холмов в лютую стужу очень много волков. Но лошадь наша ведь как пуля быстра, если что, отгоняй их светом костра. Тебя с нетерпением мы будем ждать, кизяк и весь хворост сожгла уже мать. В юрте ночной без огня мы погибнем, Богом забытыми от холода сгинем. Вся в стрелы и лук, на лошадь залез, топор прихватив, отправился в лес. Дул ветер в лицо, метель завывала, холодного воздуха вдохнуть не давала. Конь заскользил, ветер сбил его с ног, держа за узду, коню он помог. Туман опустился, шел с конем наугад, не было мыслей вернуться назад. Он знал, что замерзнут отец там и мать, во что бы ни стало, дров нужно достать. Несмотря на буран, шли в горы они, вокруг ни души, будто в мире одни. С неба падали вниз замерзшие птицы, как сон из кошмаров пурга будет сниться. Замерзших животных валялись тела, метели ужасно, их зима замела. На склоне крутом с коня он упал, под лавину огромную едва не попал. Тулуп свой укутавшись, Атай весь продрог, но вернуться без дров никак он не мог. И вот он добрался на склоны тех гор, где стоял величаво из сосен тот бор. В клуб леса войдя, с коня он сошел, сухие деревья у скал тех нашел. Срубив много дров и на лошадь залив, обратно пошел, в лесу наследив. Вой серых волков услышал он вдруг, свирепая стая сжимала свой круг. На запах добычи волки пришли, Атая с конем, как жертву нашли. Хворост весь скинув, конь ускакал, лишь в тумане морозном хвостом помахал. Часть стаи тогда рванула за ним, только как пыта мелькали пред ними. Другая же часть на Атая кидалась, он махал топором, уж сил не осталось. Оскалили зубы, шерсть была у них дыбом, прижали Атая к каменным глыбам. И когда на Атая зверь прыгнуть решился, внезапно на глыбе вожак появился.
«Не троньте его», — вожак прорычал, «ведь этого мальчика я где-то встречал». Поджав все хвосты, покорились они, опустились все вниз, там морды свои. На того вожака Атай посмотрел, и что-то знакомое в нем он узрел. «Так это ж Алгыр, щеночек ты мой, а я ведь Атай, хозяин был твой». И вожак там застыл, ведь так не случалось. Детство его перед глазами промчалось. Он вспомнил Джайло, как с Атаем играл, как по горным массивам овец он гонял. Запах той юрты, огня яркого дым, все щенячьи забавы вдруг вспомнились им. В горле все комом заклокотало, такого с Алгыром никогда не бывало. И там наш Атайчик Алгыра обнял, и что есть силы к себе он прижал. Долго Алгыра Атай обнимал, где же щеночек ты мой пропадал? Вожак рассказал, меня Беркут унес к птенцам на сиденье, когда он понес. Пока мы летели, я рвал и кусался, разжал Беркут когти, и вниз я сорвался. Как брошенный камень я вниз полетел, в куст зеленой арчи я мягко влетел. В горах там бродил, остался живой, так и не найдя дороги домой. Стаю серых волков встретил я здесь, домом моим ведь стал этот лес. Мать волчица меня здесь взрастила, как родного волчонка нежно кормила. Я этой волчицы пил молоко, в стае ведь жить совсем нелегко. С волками я дрался за место свое, теперь я вожак, и в лесу все мое. Только сильнейший здесь выживает, сколько протянешь, никто ведь не знает. Волкам он сказал, ту стаю найдите, лошадь не троньте и сюда пригоните. Испуганную лошадь к Атаю пригнали, по склонам гоняясь, чуть его не загнали. Алгыр с волками коня окружил, Атай там весь хворост на лошадь сложил. Алгыра, обняв, с собою позвал, но Атаю тогда вожак отказал. Сказал я, как прежде, уже жить бы не смог, ведь я телом собака, но душою я волк. К ночи до юрты Атай доскакал, отцу и матери все как есть рассказал. Огонь разожгли, в юрте стало тепло, запах сытного ужина ветром несло. Вот так возмужал наш храбрый герой, часто он в горы отправлялся порой. Стая серых волков его всегда берегла, вот такая в горах там дружба была.